пионерских лагерях, когда были вот, и купил парочку с первого, и потом все больше начал. Рядом рынок был, продал, смотрю, от них толк есть. И потом постарался сделать этот сарай, сделал. У нас был этажный дом, там много не подержишь. А уже когда в Крым переехали, ну здесь уже сколько хочешь, столько держишь. Утром надо дать корм и вечером. А вот когда дети, надо уже, да, почаще домики чистить. Основное питание у них там проса, овес и семечки. Когда есть молодняк, уже начинаем кашу варить. В кашу добавляешь яйца, морковку, свеклу. Ну, а потом еще мел, древесные углы и яйца, скорлупа. Вот это основное вот так. Это их зерносмесь, это овес, смешанный с просом. Ну, они вот так смотришь, если они съели, доспаешь. На яйцах, кажется, сидит вот эта самочка. Вот это. Вот 2 яйца у нее только. У меня 2 вида попугаев. Вот, карелы и волнистые попугаи. Я сдаю обычно в зоомагазины. И большинство это по заказам вот, волнистые попугаи и карелы, потому что они более такие дешевые и такие непривередливые. Карела, когда начинаешь говорить, он сильно привязывается к человеку. И как я слышал и читал, что они уже говорят слова осознанно. Если хочешь волнистого попугая или любого попугая научить, надо его брать с детского возраста. Только с гнезда вылетел, чтобы он не привык к своей, к стае. Тогда они быстро поддаются разговору.